Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 6 по 12 января 2020 года для стрельцов. Рассмотрим сферу отношений, работы, финансов и достанем совет от колоды на неделю. Итак, первая карта для тех стрельцов, которые имеют пару. Сегодня делаем прогноз на цыганском оракуле. Первая карта — посыльный. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта женщина, молодая женщина. Так, теперь для работы выпадает карта утешение. Для тех, кто ищет работу, карта верность. И финансы для стрельцов, карта священник. Давайте начнем с тех стрельцов, которые в паре, в отношениях находятся. И здесь выпадает карта у нас посыльного. Она говорит о том, что, скорее всего, придут какие-то очень важные новости, известия, какая-то важная информация, которая что-то может изменить в ваших отношениях. Здесь может быть предложение, да, руки и сердца для тех, кто еще может быть не в браке. А здесь может быть возможность каких-то важных контрактов, допустим, может быть, по работе для одного из партнеров, что тоже скажется на ваших отношениях. Здесь есть возможность подписания каких-то, может быть, бумаг, связанных с недвижимостью, потому что у нас вот именно недвижимость здесь на рисунке показано, да. И кроме того, здесь у нас женщина в дверях находится, да, она в дверях принимает это письмо. То есть эта информация, которая придет на этой неделе, она способна как-то какие-то двери для вас открыть, да, для вашей пары, для одного из партнеров, да, есть возможность как-то расширить свои возможности, свои горизонты. Может быть, даже для кого-то это будет действительно возможность переехать в новый дом, да, в новую квартиру, то есть в двери нового дома зайти. В общем, здесь очень много каких-то перемен, которые зависят от информации, полученной на этой неделе. Теперь те стрельцы, которые ищут партнера, есть здесь возможность встретить действительно подходящего человека, но, скорее всего, здесь инициатива будет исходить от женщины. Если вы мужчина, да, то женщина именно вас выберет, девушка, да, она как-то интуитивно поймет, что вы действительно тот человек, который ей нужен. В общем, вы действительно пара, да, и она может какие-то действия предпринять, чтобы познакомиться с вами. И если вы девушка, тоже для вас совет проявлять инициативу и прислушиваться к своей интуиции, подходит вам человек или нет. Вот здесь вот на дальнем плане нарисован такой фонтан, да. Фонтан – это возможность именно так обновления чувств, да, появления новых чувств. И на заднем плане видны деревья, да, то есть горизонт далекий и деревья. То есть здесь есть возможность действительно создания долгих прочных отношений. И вот эта тумба, которая с цветами на картинке, тоже говорит о том, что вы сможете найти такого человека, познакомиться, который будет опорой для вас. Или, может быть, вы будете опорой для этого человека. Да? То есть, ну, замечательная возможность действительно на этой неделе есть. Давайте теперь посмотрим работу. Здесь выпадает карта утешения, и она говорит о том, что, скорее всего, вы получите то, что давно ждали. Может быть, это будут заказы, клиенты, или, может быть, повышение в должности. В общем, все то, к чему вы так стремились, вы получите. Здесь, посмотрите, мужчина сидит на красной кушетке, да. Красный цвет – это цвет такого сильного желания, то есть то, о чем мы мечтали, то, к чему стремились и куда вложили много сил, мы на этой неделе можем получить. Тем более за окном мы видим, за балконом, да, мы видим
воду, корабль, да, это море, возможно. То есть здесь могут приходить какие-то новости, может быть знакомства новые, расширение каких-то горизонтов, заключение контрактов. Тем более вот у нас здесь стол изображен, да, на столе лежит книга. То есть может быть заключение каких-то договоров, либо может быть какая-то идея очень важная придет, которая повлияет в дальнейшем благотворным образом на деятельность, на вашу. В общем, все, что вы ждали, вы наконец сможете получить на этой неделе. Тем более, что здесь опять же балкон у нас, да, во-первых, балкон нас отделяет от пространства, да, то есть мы в одном шаге от того, чтобы это исполнилось. С другой стороны, балкон, он всегда выше земли, то есть это поднимает нас на уровень выше, то есть то, что мы получим на этой неделе, будет служить нашему росту, повышению, возвышению и так далее, почету, да, уважению. Давайте посмотрим, что ждет тех стрельцов, которые ищут работу. Выпадает карта «Верность», и она говорит о том, что вы можете оставаться верным своему призванию, своим принципам, своему опыту, да, и получить как раз работу именно вот в той сфере, которая вам подходит. Кроме того, здесь у нас изображены горы такие, да, на дальнем плане. Это говорит о том, что есть возможность более высоких каких-то целей достичь. То есть либо это будет работа с дальнейшим повышением, с ростом, да, карьерным, либо вы сможете сразу на более как бы высокую должность поступить, чем та, которая у вас была ранее. Также карта говорит о том, что можно рассчитывать на помощь друзей, людей, которые к вам хорошо относятся, да, помощь как раз в трудоустройстве они могут оказать. Тем более, смотрите, вот собака, она сидит, не двигается, да, она никуда не бежит. То есть, по сути, вам тоже не нужно, в принципе, никаких предпринимать даже действий, да, достаточно просто иметь таких хороших друзей, людей, которые вас ценят, вас поддерживают, чтобы они вам помогли. То есть есть такая возможность на этой неделе. Может быть, это само трудоустройство еще не на этой неделе произойдет, да, но то, что есть возможность именно на этой неделе получить какую-то информацию или помощь, это да. Теперь финансы. В финансах выпадает священник. Это говорит о том, что нужно обязательно либо делиться с другими людьми, да, то есть говорят, что когда мы отдаем деньги, допустим, близким людям, да, какие-то вот нужные вещи, когда мы приобретаем для тех людей, которые в этом нуждаются, наши деньги увеличиваются, да, это как такой бумеранг к нам возвращается, потом в тройном размере, да, мы получаем увеличение. Ну, такой закон есть, такое правило. Вот, если у вас рядом люди, которым вы можете помочь, то для ваших финансов это только благо будет, да, то есть есть возможность у вас как бы поддержать своими деньгами тех, кто в этом нуждается. А также вот здесь вот церковь расположена на рисунке, да, может быть, кто-то захочет сделать такой взнос именно в церковь, да, благотворительный. А также карта говорит еще о том, что, может быть, вы деньгам придаете значение слишком такое материальное, а не думаете, что откуда они к вам приходят, то есть вот эту духовную природу денег не воспринимаете. Может быть, вы, допустим, зарабатываете деньги и рассчитываете в этом только на себя, на свой опыт, да, и не учитываете, что к вам, допустим, могут приходить деньги совершенно неожиданные, да, с каких-то совершенно неизвестных вам источников, от людей, которые, ну, может быть, даже от которых вы не рассчитывали что-то получить. То есть, по сути, деньги, они сначала как бы духовные, да, а потом уже становятся материальными. То есть получается так, что деньги отражают наш уровень доверия к миру. Чем больше мы доверяем жизни, чем больше мы уверены в том, что она о нас позаботится, тем больше у нас денег. То есть карты предлагают задуматься об этом на этой неделе. А теперь совет от карт для стрельцов. Посмотрим, что ждет стрельцов на этой, вернее, какой совет будет стрельцам на этой неделе.
И выпадает карта постоянства. Карта говорит о том, что у вас действительно, в принципе, все хорошо идет, и вам нужно оставаться на этих позициях. Если у вас есть какие-то важные для вас цели, планы, так и нужно к ним продолжать двигаться. Это может касаться недвижимости, это может касаться положения в обществе, или, может быть, обретения каких-то новых планов и целей, да, вот если у вас, допустим, уже были какие-то намерения, да, нужно так их и придерживаться. Не нужно ничего менять, карта говорит, что вы на верном пути, и что действительно у вас есть много возможностей достичь того, что вам хочется. И вы должны чувствовать свою силу, свои возможности, свои таланты, да, и вы действительно можете достичь того, что хотите. И вы верить в это нужно обязательно. Карты говорят о том, что вы должны быть для себя такой как бы главной фигурой. Вы именно на себя должны опираться и не рассчитывать ни на чью другую помощь. Это для вас самое важное, да, чтобы вы верили в себя, верили в свои цели, в свои таланты, в свои способности. Это самое главное для вас. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы все лучшее сбывалось, как можно больше радостных минут, мгновений. Всего вам доброго, до новых встреч!